В рамках празднования столетия Коми состоялся 5-й гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньга-фест». Всю неделю в ресторанах столицы проводились мастер-обеды и мастер-ужины для желающих познакомиться с необычными блюдами от шеф-поваров финно-угорского мира, а также специальных гостей фестиваля, представителей Дагестана и Татарстана. Завершающим событием стал большой праздник в финно-угорском этнопарке. Наш коллега Северин Арпа отправился в гастрономическое путешествие. При входе на Шаньга-фест нужно пройти специальный обряд, чтобы избавиться от всех невзгод и загадать желание. Вот сейчас люди пройдут, а за ними и мы тоже. Вот мы. Шаньга-фест. Вот мы на фестивале, пошли дальше. В очередной раз фестиваль стал местом встречи представителей финно-угорских народов и их гастрономических традиций. Каждый гость мог попробовать аутентичные блюда и напитки, а при желании и самому приготовить. Мы пришли в ресторанный дом к удмуртам, посмотрим, что у них тут вкусненького готовят. Вот мы видим тут настоящую печь. Здравствуйте. А что готовите-то? Мы готовим табани с припеком и перепечи. Все там крутите, не оставляйте. По чуть-чуть, не прям до конца, по один бок. На 25 градусов, еще 25 градусов. Так, постоянно крутить? Да, постоянно, потихоньку. Постоянно крутить, ага. Слушайте, не так уж это... Так, достаньте. И просто достаем, да? Да. Достаем. Не до конца, сейчас намажем маслом, давайте сами. Маслом, где масло? Вот масло. Масло. Вот по краю. По краю. Нет начинки, вот. И буквально на 5 секундочек туда. оставить еще, да. Так, поехали. Подрумянить. Так, это у нас что здесь на сковородочке? Табани. Табани это что? Это как оладушки, только разница в том, что оладушки, они жарятся, они вредные. Так. А мы перед огнем, они пекутся. Удмурты за ЗОЖ. С каждым годом фестиваль немного меняется, участников становится больше. В этом году Шаньга-фест встречал специальных гостей из Татарстана и Дагестана. Они представляли свои кулинарные традиции. Постоянный поиск новых идей и форматов говорит о том, что фестиваль живет своей жизнью. Впервые Шаньга-фест проходит в 3 форматах. Мы сегодня находимся с вами на народных гуляниях, которые проходят на территории Финно-угорского этнокультурного парка. Это наш первый формат, традиционный. С прошлого года, после пандемийного года, мы проводим мастер-ужины и мастер-обеды, которые полюбились жителям и гостям Республики Коми. И эта неделя вновь это показала. И 3-й формат – это деловая программа. Буквально сейчас у нас стартуют круглые столы и презентации. Каждая делегация будет делиться своим опытом работы по продвижению гастрономической культуры, по формированию гастрономических новых продуктов и приглашению, конечно же, на эти события туристов, эти продукты. В день проведения Шаньга-феста произошло историческое событие. Была заложена капсула с рецептами исчезающих блюд финно-угорских народов. Ее заложили на 100 лет. От Коми вошел рецепт ляза. Это наш национальный десерт из черемухи. От, например, Мордовии панжакай, открытый пирог. От Ижора предложили нам заложить щи из корюшки. Также нам предложили заложить куллим, это рыбный суп, и марицы, кравец, тоже пирог. Попробовать разные вкусности и оценить масштаб события приехал глава Коми Владимир Уйба. Он прошелся по всем площадкам фестиваля, попробовал печорский черенянь, ижорский сыр из козьего молока, познакомился с рецептом марийской полбы. Это настоящая полба, дикая пшеница. Готовим ее 6-7 часов. Тушится она со свиной грудкой, лук, морковь, соль, больше ничего нет. Потом добавляем, мы привезли уже свежие сушеные белые грибы, замочили их. Сейчас я их порублю. Грибы и сливки. Очень вкусно. По словам главы, основная идея, которую несет в себе Шаньга-фест, это прежде всего единение народов и культур. Радует что к нам едут и отовсюду, из Марии, из Ижора, да, из Мордовии. И едут с удовольствием уже много раз. Это говорит о том, что людям здесь нравится. Они приезжают с радостью. И для нас очень важно, потому что Шаньга-фест это все-таки такой международный уже фестиваль. И людей очень много. И везде, где смотрим, где пробуем, везде люди тоже сидят, или мастер-классы, или пробуют, или сами готовят. Вот это вот единение, оно очень важно. Весь день не пустовала фестивальная сцена, на которой постоянно выступали коллективы, повара готовили разные блюда.
Песни, танцы и еда. Шаньга-фесту скажем «да». Тем временем на всех площадках и подворьях продолжали принимать гостей. На Печорском коми-подворье можно было сфотографироваться с настоящим мамонтом. А если потереть ему хобот, то исполнится заветное желание. А если подержаться мужчине за хобот и загадать заветное желание, поверьте, молодой человек, любая ваша вторая половина будет еще как минимум 2 года очень довольна. Короче, мужики, приезжайте заряжаться. А также флажок вам на вы память. поняли. День проведения Шаньга-феста выдался очень жарким. Об этом хорошо знают парочка наших знакомых. Парни, привет. Я смотрю, вам жарко. Вы уже готовы? Они вспотели и зажарились. Это дикий кабан, причем он не выращенный, как поросенок. Во время сезона охоты отстрелян, предварительно замаринован. И вот мы приезжаем сюда 4-й раз, но впервые готовим кабана на вертеле. Как долго его маринуют? 2 суток мариновался. А сколько жарят? Мы начали жарить его в 9 часов дня, планируем до 7 вечера приготовить. Здравствуйте. Скажите, а что вы здесь делаете? Я смотрю, какие-то уточки у вас тут. Это называется утка-чиш. Это наша прародительница коми финно-угорских народов. От нее пошли как раз 2 главных бога, да? Конечно. Она снесла 6 вообще яиц, 4 она не смогла сохранить как раз, а 2 она уже смогла. Вот и как раз из 2 яиц этих получились йен и омоль. То есть можно себе оберег из сена сделать, да? Да. Вот я смотрю, тут дамы гости, сидят, делают. да, мы уже Получается? Конечно. Откуда приехали? Из Сыктывкара. Вы первый раз на Шаньге-фесте? Нет. 3-й, наверное, уже. Да. Ну и как вам этот по сравнению с другими предыдущими? Мы еще не успели распробовать, но мы приехали из-за перепечей. Весь день воздух в финно-угорском этнопарке был наполнен потрясающими ароматами, песнями и хорошим настроением. Яркий, вкусный, интересный. Таким был 5-й Шаньга-фест. И хочется верить, что через год Ибские холмы снова соберут талантливых кулинаров и любителей вкусно поесть. Северин Арпа, Дмитрий Ведерников, село Иб, Сыктывдинский район.